рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемый Шамиль, некоторые братья попросили разъяснить вопрос о вызывании и посредничестве. Пожалуйста, если можно, более подробно объяснить. Действительно, это вопрос актуален на сегодняшний день. И встречаясь с теми иными, как говорится, братьями, они как бы чуть-чуть относятся фанатично к тем или иным правилам и действиям мусульман. И это вопрос, который требует разъяснения, конечно. И более того скажу, это вопрос не касаемо акида человека. Это не касается вероубеждения. Вероубеждение каждого мусульманина, ашхаду ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Каждый человек верит, что Аллах един и Мухаммад раб и посланник. В этом есть отличие мусульманина от немусульманина. То есть это вопрос акиды не касается. Далее это вопрос не касается суфизма тоже. Некоторые очень сильно стараются именно суфизма это связать. Допустим, человек бывает тарика, оставляет, допустим, тарика там. Ушел с тариката. Почему? Ну, там взывать, не взывать, начинает там про взывание рассказывать. Я говорю, уважаемый, если ты из-за этого тариката оставил, не взывай, оставь это тавассуль. Ну, тарикат делай. Почему оставил, опять спрашиваю. Он опять не может что отвечать. То есть, некоторые люди смешивают с тасауфом, и тасауф она тоже не является. Тасауф это то, что человек очищает сердце человека. Зикру, там, это как бы хорошее поведение и так далее. Это суфия, это суфизм. То есть, это не из акиды. Это, то есть, опять-таки, это не из суфизма, это раздел науки фикха. То есть, харам-халал. Когда мы говорим халал и харам, вот здесь надо понимать, братьям и сестрам, халал и харам это не ширк или не ширк. То есть, это не касается ширка, брат. Если это касалось бы акида, к примеру, человек говорил бы, да, вот какой-то определенный человек имеет мощь помимо Аллаха. Он убежден в этом. Вот это и есть акида. Он убежден, что помимо Аллаха кто-то что-то может делать. Вот здесь мы можем говорить ташрик. Человек разделил между Аллахом и другим, предался товарищам. Ну, любого мусульманина спросите, который говорит, я устаз, я Расул Аллах, там как бы посредничество, да, или ради пророка, ради устаза, там, или я Али, там, я Али Умар, там, и так далее, делай дуа за меня, и так далее, и так далее. Любого этого мусульманина, если мы спросим, у него акида только одна, ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах. Понимаете же? И вот когда уже мы выяснили, откуда, с какого раздела она идет, теперь давайте обсудим само тавассул. Что такое тавассул, что такое истигаса. Вообще, когда мы говорим харам или халал, надо рассматривать, какие доводы говорят о том, что это халяль, какие доводы наоборот. Есть ли вообще доводы, которые говорят наоборот, конечно же. Это надо все рассматривать. И некоторые братья говорят, хорошо, они говорят, пускай это не из суфизма, как мы уже говорили, пускай это не из акида. Но все-таки он говорит, взывать нельзя. Субханаллах, я говорю, ну, неужели у посланника Аллаха люди не просили при жизни? Да? Подходили, говорили, делай дуа, то же самое, когда Умар асхабу дуа делал и так далее, и так далее. Неужели пророк не просили? Он говорит, не, брат. Можно только то, что это был пророк, говорит, и можно только то, что можешь, говорит. То есть он мог это делать, и за это он может было попросить. И все. А так, говорит, это другое уже нельзя. Только что человек говорил, что просить надо только Аллах. Что хадис есть, и да, он говорит, если просишь, проси Аллаха. В Коране Аллах говорит, уд'уни астаджиб лякум, там, или проси меня, я вам отвечу. Вот эти аяты он приводит. Только что он говорил вот так. Когда ты им говоришь, слушай, субханаллах, неужели пророка сахабы не попросили там делать дуа и так далее? Он говорит, не, делать дуа, там, или подай, перенеси и так далее. Это то, что может делать человек. А то, что не может, нельзя. Тогда мы задаемся вопросом, разве можно разделять акиду? Разве живой или мертвый может что-либо делать, помимо Всевышнего Аллаха? Если нет воли Аллаха на это. Все же по воле Аллаха идет. Хорошо говоришь ему, хорошо, пускай будет так. Доводы от него не слышал. Доводы от этого человека я не услышал, что нельзя. Допустим, когда мы говорим, ну, приведи обратный довод. Нет, он акслу, он говорит по разуму. Он может, из-за этого можно. Хорошо. Абу Фирас бин Рабиат Асламиюн, сахаб пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды говорит, когда он говорит, у двери пророк, саллаллаху, как бы, да, вот так находился, ну, провел ночь там. Он был тем, кто ухаживал за посланником Аллаха. Хидмат. То есть он как бы слуга, да, служил посланнику Аллаха. Однажды посланник Аллаха ему говорит, сальни, проси меня, говорит. Сальни, проси меня, говорит посланник Аллаха. Да, меня проси, говорит посланник Аллаха. Что же он ответил? Ас'алюка мурафакатака фил джанна. Я прошу тебя в раю, говорит, с тобой дружбу. Субханаллах, разве пророк может это делать?
Не может, посланник Аллаха не может это делать. Это никто не может, кроме Всевышнего Аллаха. Но посланник Аллаха говорит, сальни, проси меня. Пророк не говорит, проси Аллаха. Проси меня, говорит посланник Аллаха. Если это было бы ширком, разве посланник Аллаха научил бы этого сподвижника? Ас'алюка мурафакатаки фил джанна. Я прошу тебя в раю место. Тогда он говорит, это был живой пример. Опять он начинает говорить, это был живой, это был посланник Аллаха. Оказывается, видимо, живой, не живой, разница есть, во-первых. И оказывается, ширк, если являлся пророку, видимо, ширк другим. Пророку, видимо, ширк можно делать, а, видимо, другим ширк уже нельзя делать. Уже разделение пошло. Хорошо, уважаемый, на то, что так нельзя, ты опять-таки довод не привел. Я тебе привожу хадис. Ответь мне хадисом, что это нельзя было. Посланник Аллаха говорит, это же хадис, это передает имам Муслим. Ты опять-таки мне на это не ответил. То есть опять-таки он включает разум, он говорит, это пророк и так далее, и так далее. А мы здесь понимаем, человек уже не ищет истину. Человек уже ищет то, что он хочет. Сахабы говорили, я Расулла ишфаль инда Аллах, яум аль-Кияма. Приходили к пророку и у него просили, я Расулла, делай за наш шафаат перед Аллахом, субхану ва тааля. И посланник Аллаха не говорил им, вы ширк делаете. Почему? Потому что эти сахабы, когда просили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они его просили, чтобы он ходатайствовал перед Аллахом. Пришел посланник Аллаха, попросил посланник Аллаха, и посланник Аллаха делал дуа, иншаллах, и пророка дуа, она принимается же. Нет, он был живой, говорит. Коран Аллах говорит, бисмиллахи ма рамайт ид рамайта, валякин Аллах рама. Ты не бросаешь, говорит, ты не бросишь, вот живой пророк, ты не бросишь что-то. И даже если ты бросил, бросает только Аллах, говорит. Ты просто причина. Как бы посредством пророка, да? Посредством пророка. Ты бросил пыль в глаза мушриков. Но это не ты бросаешь, а бросает только Всевышний Аллах. Это аят о чем нам говорит? Что нет разницы, живой или мертвый, если Аллаха воля на то не будет, даже капля дождя она не пойдет, просто не на сегодняшний день. Ветер не подует, или снег не упадет с дерева до тех пор, пока Аллах этого не захочет. Далее поехали. Хороший человек говорит так, такие убеждения у человека. Посланник Аллаха, мы знаем, в 16 году, после переселения посланника Аллаха, когда уже пророк уже умер, скончался, при Умар ибн Хаттаб радiyallahu анху была сильная засуха. Была сильная засуха. Сахабы не знали, что делать. Сахабы не знали. И рассказывается, эту историю приводит Ибн Хаджар аль-Аскалани в своей книге Фатхуль Бари, но помимо него тоже приводит Ибн Кафир, также Аль-Бухари в своей книге Тарих, Аль-Байхаки также приводит ее. И Ибн Кафир и этот Аскалани, они говорят, это достоверный хадис. Это достоверный, нет сомнений в этом. И когда говорит, вот такая засуха тоже была, Билал ибн Музни, Билал ибн Харис аль-Музни, пошел, говорит, на могилу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, говорит, Я Расулаллах, истаски ли умматик. Я Расулаллах, истаски ли умматик. О посланник Аллаха, проси за свою умму, фаинам кад халяку, воистину они умирают. Пожалуйста, почему он пошел на могилу посланника Аллаха и попросил его? Тогда, когда он уснул и увидел во сне человека, который ему сказал, воистину вам дадут дождя. И иди к Умару ибн Хаттабу, скажи, ему надо быть более умным. Тут пошел к Умару асхабу, и вот тогда передал ему, салам тоже передал от посланника, салам, и Умар заплакал. Если это было бы ширком, то, что он посредничество, это посредничество. Никто не уповает на другого, кроме Аллаха. Правильно же? Никто не уповает на другого. Человек, допустим, да, говорит просто попроси Аллаха. И так далее. Это просто упование на Аллаха и просьба другого сделать дуа. Если бы это было бы ширком, почему Умар ибн Хаттаб, радiyallahu ан, почему он это не запретил? Почему он не сказал ему, ты сделал ширк? Хотя он был более ревнив, чем мы. Потому что они знали, братья, есть такой хадис посланника Аллаха, в 4 местах Аль-Бухари передает, достоверный хадис. Аллахи говорит, да, Аль-Бухари рассказывает, Валлахи, посланник Аллаха, клянусь Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, я не боюсь многобожия моей умме, говорит посланник Аллаха. В 4 местах он клянется Всевышним Аллахом. Понимаете? В 4 местах он клянется Всевышним Аллахом. Можно вопрос, а вот в чем цель этих людей, что они отрицают? Цель этих людей вообще, само по себе, вот посредничество, если отрицать, это одно дело. Но вот мы говорим, человек говорит, посредничество нельзя делать, да? Аллах не нуждается в посредниках. 23 года посланник Аллаха был посредником между людьми и Аллахом. 23 года ангел Джибриль был посредником между Аллахом и посланником Аллаха. Аллах не... Да, Аллах... А в чем Аллах нуждается?
Аллах ни в чем не нуждается. Ни в намазе не нуждается, ни в нашем посту не нуждается, ни в нашем садака не нуждается. В чем Аллах нуждается? Мы в мечеть идем, в этом тоже не нуждается Аллах. Человек, допустим, пример возьмите, человек, допустим, идет в мечеть. Для чего он идет туда? Он же может дома тоже намаз сделать. Но он посредством своей ходьбы в мечеть, посредством дома Аллаха, субхану тааля, он хочет, чтобы его намаз возвысился перед Аллахом, субхану тааля. Так же получается. То есть он идет посредничество. То есть он идет, он пошел ради Аллаха, он сделал это посредством этого, он хочет возвеличить свой намаз перед Аллахом. Некоторые скажут, ну это же, говорит, суння пророка, это же, говорит, обязательства и так далее. Этому тавассулу тоже научил нас посланник Аллаха. Когда тот один незрячий человек пришел к посланнику Аллаха, незрячий человек, и он, говорит, сказал, о посланник Аллаха, делай за меня дуа, чтобы я прозрел, чтобы я видел. Тогда посланник Аллаха ему сказал, я тебе сделаю дуа, но если ты, говорит, ты вот так потерпишь, говорит, будет для тебя лучше, говорит он. Так выразился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Нет, тот настоял. Тот сказал, Расуль Аллах, сделай за меня дуа, говорит. Ну вот, обращается он к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь мы приведем это дуа. И посланник Аллаха ему говорит, такой дуа, говорит посланник Аллаха, сам пророк его обучает. Это не мы, это не наши слова. Это не мы говорим. Посланник говорит, Аллахума инна ас'алука ва таваджуху илейка би набийна Мухаммад саллаллаху. О Аллах, я обращаюсь посредством нашего пророка Мухаммада к тебе. Здесь надо заметить, посланник Аллаха этому человеку говорит, иди делай 2 ракат молитвы, и посланник Аллаха рядом не бывает в это время. Он уходит, отдаляется он. Он отдаляется. Там он совершает молитву, там он это дуа делает. Пророка рядом не бывает. Смотрите, что вот этот ключевой момент, где посланник Аллаха не бывает рядом. Он говорит, о Аллах, обращаемся под посредством твоего пророка Мухаммада саллаллаху, нашим пророком, Наби Рахма, пророком милости. И он говорит, я Мухаммад, инни атаваджаху, бика, говорит он. Пророка рядом нету, но он говорит, о Мухаммад, я под посредством тебя обращаюсь к Аллаху. Кому он там говорит? С кем он там говорит? Посланника Аллаха рядом же не было. Но он говорит, я под посредством тебя обращаюсь к Аллаху. Вот это дуа сам посланник Аллаха учит этого человека. Это не наши слова, это посланник Аллаха сам его обучает и сам дает ему наставление на это. Это хадис приводит от Табарани в своей книге Аль-Кабир и говорит, цепочка достоверная. Также Ибн Сунни, также его достоверным делает имам Аль-Хаким, также его достоверным делает имам Аль-Захаби, также его упоминает Аль-Хайthами, Аль-Мундири, также это передается от Табарани и также шейх Ибн Таймия в своей книге Тавассуль аль-Василь. Сам Ибн Таймия это хадис приводит. Сам Ибн Таймия, рассказывая ее, говорит, тавассуль под посредством пророка дозволяется. Сам Ибн Таймия тоже так говорит. Из-за этого, брат, когда мы говорим о тавассуле, и когда нас спрашивают, почему они отрицают, я думаю, это скорее человек, допустим, не который хочет какую-то истину услышать, да, а который хочет раздор вести среди мусульман. То, что мы говорим, это же мы объясняем братьям, которым, чуть-чуть они завесу закрыли. А объясняют ложно, говорят, этого нету. Зачем посредник? Субханаллах, посредник Аллах, Аллах ни в чем не нуждается, ни в посреднике, но есть закон Всевышнего Аллаха. Тогда человек говорит, Аллах сказал, взывай ко мне, я буду, как говорится, принимать, да, а буду отвечать. Но дуа делать, это сунна, да, обращать человека к Аллаху. Я Аллах, там, прими такой, там, сделай меня таким и так далее. Он обращается к Аллаху, да, допустим. Это дуа, Аллах его примет. Аллах в Коране говорит, я отвечу вам. Ну давайте попросим. И этого ответа мы не получили вдруг. Разве Аллах не отвечающий на самом деле? Разве Аллах это дело? Нет, братья. Человек должен искать лучший образ. А тавассул что означает? Посредничество. Это когда человек говорит, я грешный раб, но ради другого Аллах прими, ради этого человека, ради Корана, ради твоих имен, ради того, что ты наш Господь, ради такого шейха, пророка и так далее. Мы видим себя так даже будет лучше, даже. Так будет лучше. Более уверенно, что он примется. Вот это является тавассуль. И никто не говорит, что там Аллах нуждается в чем-то. Аллах ни в чем не нуждается, брат. И никто этого не считает, что Аллах в чем-то еще нуждается. Понимаете же? И когда вот человек вот так вот просит по посредством кого-то, есть надежда, что иншаллах Аллах примет. Вот пример возьмите один. Постоянно этот пример привожу. У нас сегодня есть коммуникации. Телефон называется есть. Допустим, я к тебе звоню, Арсенальный. Пример возьмите, я звоню к тебе. Даже. И
Вот у меня телефон, если у тебя есть, но у тебя он выключен. Если сколько бы я к тебе не звонил, я дозвониться не могу к тебе. Если он у тебя выключен. Хотя, фактически у тебя телефон есть. Понимаете же? Не хватает только один дуа делать. Надо дуа мустаджаб, принимающим, чтобы был. У него есть свои условия. Харам не кушай, на харам не смотри, на харам не иди. Там много вещей будет. Не кушай сомнительное. Если человек это все не может соблюдать, тогда он говорит: я рабби, я такой раб, но я надеюсь, что хотя бы ради какого-то раба ты примешь. Или ты говоришь: о шейх, я Расуллах, обратись к Аллаху, иншаллах, за меня. Даже сам посланник Аллаха делал, да, по-моему, тавассуль? Хадис наш этого, брат, очень много есть. И наше обращение тоже очень часто бывает обращаться, ну, теперь говорят, это посланник Аллаха был, там и так далее, а другим не надо. Это правило, вот многие говорят, вот это правило, что посланник Аллаха был, там другим нельзя, это правило не существует. Был посланник Аллаха, это пример для нас. Понимаете же? Человек, вот смотрите, человек изначально говорит, вообще нельзя делать. Приводишь ему хадис, оказывается, чуть-чуть можно делать. Приводишь еще хадис, оказывается, только с посланником Аллаха это можно делать. Ну где такое правило? Приведите мне хотя бы один хадис, мой брат, где посланник Аллаха говорит, что тавассуль или что-то только на мне ограничивается. Ведь каждый карамат, каждое чудо, вали Аллаха, приближенного Аллаха, это есть муджизат от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете же? Она не ограничивается на посланника Аллаха. Пророк нам делал пример. И также можно любой вали Аллаха, к любому вали Аллаха и так далее тоже обращаться. Понимаете? То есть это не ограничивается. Вот. И далее, если говорить об обращении самого посланника Аллаха к мертвым, слышат они или не слышат, на что это тоже есть хадисы, достоверные хадисы есть. Посланник Аллаха сам поименно, когда Бадр битва закончилась, Аль-Бухари Муслим передает достоверный хадис, когда закончилась битва, при Бадре посланник Аллаха как бы указал, повелел, чтобы всех многобожников бросить в одну яму. Калиб называется эта яма. Бросив туда их, посланник Аллаха подошел и сказал: говорит, я Умайя. То есть, скажем, да, я Аба Джахаль. Каждому из них он обращался. Умар ибн Хаттаб тоже, как сегодняшние некоторые, да, вот, занервничал и сказал: я Расулуллах, ты что, как бы, с телами, где нет душ, с ними, что ли, к ним, что ли, ты обращаешься? И посланник Аллаха сказал: Аллахи, клянусь Всевышним Аллахом, что вы не более слышите, чем они сейчас. То есть они нас уши даже слушают, да? Да. Понимаете же? Валлахи, вы не более, чем они слышите. Ну и так далее. Если Всевышний Аллах дает многобожникам слышать, Всевышний Аллах дает мощь, ну по воле Аллаха, конечно. Иблис может одновременно за секунду всю землю обойти. Почему Всевышний Аллах не может своему вали это дать? Почему не может дать своему вали Аллах Субхану ва Тааля? Вот такой даже вопрос давайте зададим. Некоторые не верят, что вот вали Аллаха, да, вот шейхи, да, устазы обладают чудесами, может за это, что приходит какое-то откровение. Есть доказательства? Этому тоже есть доказательства. Для начала даже вот так скажу, я еще раз повторюсь. Мы привели хадис Арсенали. Пускай эти люди обратный хадис приведут. Если обратный хадис они не знают, мы привели хадис. Мы даже мнение ученых, мы привели хадис. Мнение ученых тоже мы приведем сейчас. Обратный хадис я тоже требую, иншаллах, достоверный. Не надо пудрить людям мозги. Не нужно по своему акслу судить. Умар ибн Хаттаб говорил, человек, который, если мы по разуму религия как бы основывалась бы, то мы бы снизу протирали бы эти кожаные носки, а не сверху бы. Из-за этого я прошу вот, на это внимание не обращать. И посланник Аллаха говорил: если у вас будет хаджа, фас'али салихин. Если у вас какая-то вот нужда, просите праведников. Доказательством того, что караматы и муджизаты они есть, и после посланника Аллаха это Умар ибн Хаттаб, который говорил, когда войска отправили из Медины, где-то находились они в Шаме или в Йемене, когда мусульмане проигрывали, он на мимбаре крикнул: «Иляль джабаля, джабаля, джабаля», к горе, горе, горе. С Медины, он их не видел? Да, он не видел их, он даже об этом не мог знать даже, но Аллах внушил, и он сказал: к горе, горе. И они это услышали, это голос. А Абу Бакр, то войско, они отошли, говорят. Я еще раз повторюсь, это сподвижники пророка, но это не пророки. Сподвижники пророка это тоже такие же вали Аллаха Субхану ва Тааля, которые достигли высшего уровня. Они сподвижниками были. Но теперь уже нельзя говорить вали, не вали там. Они не были пророками. Некоторые же любят говорить.
это были сподвижники, начальник там пророк, потом сподвижники там и так далее, и так далее. Имам Науи, рахималлах, человек, когда говорит, вот этот свет газ, у него палец съел, говорит, и он писал. Это тоже карамат. Насчет караматов здесь вообще разговора нету. И посланник Аллаха говорит, «Иннамаль мульхамина фи уммати Умар минхум». Есть те, которым Аллах внушает сердца, и Умар из них. И также достоверный хадис имам Муслим рассказывает, что когда спрашивает посланник Аллаха, после тебя откровения будут откровения после тебя. Посланник Аллаха говорит, откровения не будет, но му'мин будет смотреть бинуриллях, говорит, светом Всевышнего Аллаха. Этого бойтесь, говорит посланник Аллаха. А мы с вами видим нуром Аллаха. Мы с вами нуром Аллаха не видим, потому что это видит вали Аллах субхану. Каждый может видеть. Нет, каждый не может видеть. Но будут му'мины, которые будут видеть нуром Аллаха субхану. Это тоже будет карамат. Понимаете же? Карамат ответить никто не может. Более того, карамат человек не может ограничить. То есть, когда мы говорим про карамат, его ограничивать нельзя ни временем, ни пространством. Почему нельзя? Потому что это худратуллах, это мощь Аллаха же. Аллах же дает. Кто ограничивает там карамат, вот ограничивал он, да, там, взял границу поставил, он ограничил мощь Всевышнего Аллаха. У имама Рамали спросили, рахималлах, некоторые люди говорят, я Расулаллах, о шейхи, о посланник Аллаха, так они взывают, как некоторые. Что вы на это ответите? Шиаб-ад-Дин ар-Рамали, это человек, которого назвали маленький имам Шафии. Он великий ученый шафийского мазхаба. Это большой ученый был. У него есть фатава Рамали. 633 страница, у меня там она на полке есть. И он там говорит, это дозволяется. Дозволяется, говорит, я Расулаллах, трудностях. И говорит о устазе и так далее. Это дозволяется, он говорит. Почему? Потому что, говорит, муджизаты, чудеса пророков и караматуль аулия, чудеса валиев, после смерти тоже не прекращаются. Аллах дает им. Допустим, живой пример, хадис, да, когда Билял подошел к могиле, да, вот тут то же самое, да, попросил дождя, он сказал, он же обращался к пророку, и просто он дуа делал. Я думаю, разумно поймут это. Да. Также есть имам Науи рахималлах, также про могилу посланника Аллаха, он говорит, подойдя к могиле Маджму'е, он говорит, книга Аль-Маджму'е, подойдя к могиле, говорит, повернись к могиле посланника Аллаха, попроси ради него шафа'ат, делай тавассуль через посланника Аллаха. Сам имам Науи так говорит, рахималлах. Таких примеров очень много, и я думаю, что много можно говорить про это. Просто одно, еще раз, наверное, хочется повторить, что человек, допустим, если у него акида, единобожие, если он, да, нету силы мощи, кроме Аллаха, посредничество, если он использует, это все равно, что просто если я, допустим, хочу попасть к какому-то брату по вере, я говорю тому, кто лучше его знает, я говорю, брат мой, я хочу попасть к нему, пожалуйста. Это грубый пример для нас сегодня. Вот что такое тавассуль, вот что такое истигат, это аллегория. То есть человек, когда ходит, он говорит, о, устаз. Он говорит, о, устаз имеется в виду, как посредством тебя. Такое понятие здесь. Тут не идет речь о том, что, о, устаз, ты все делаешь, ты наделяешь, там, ты давай, там, ты и так далее. Не это же. И у устаза, когда говорят, идет речь об дуа. Дуа, то есть ты его просишь, чтобы он дуа Аллаху делал же. То есть человек убежден, что давит Аллах, а не устаз. Да. И это все равно, что, брат. Человек, почему? Живой мертвый, какая разница, если я говорю, делай дуа? Я говорю, делай дуа. Ты сделаешь дуа, это же не ширк. И если у вали Аллаха есть караматы, ты говоришь, о вали Аллах, о устаз, делай дуа. Какая разница, если у них есть тоже, иншаллах, карамат? Понимаете же, у карамата же не бывает время, не бывает у них расстояние. У души тоже мы не знаем, у них тоже время не бывает. Это у нас душа, рух. Даже в Коране он говорит, яс'алунака ани рух, хули руху мин амри рабби. Они спросят тебя о душе, Мухаммад саллаллаху. Скажи, душа это мое дело, говорит Аллах. Это у нас время бывает, да, вот за полчаса дойду сюда, через полчаса буду там. У души не бывает такого. Хули руху мин амри рабби. Почему Аллах говорит, это мое дело, Аллах дает душе. Понимаете же? Вот этот момент тоже как бы надо понимать, разграничить. И не обвинять мусульман, конечно, в неверии, да поможет нам Всевышний Аллах в этом тоже. Алхамдулиллах Раббил Аламин.